Сыктывкаре есть улица имени Виктора Алексеевича Савина. Его именем назван Академический театр драмы. А на пересечении улиц Бабушкина и Первомайская установлен памятник Виктору Алексеевичу. Многие стихи знаменитого коми-поэта стали народными песнями, строки поэм и пьес, пословицами и поговорками. Но сегодня мы будем говорить не о нем, а о том, что было после него. Остались ли после его трагической кончины члены его семьи, родные, и коснулись ли их репрессии? А может быть, они тоже и знамениты, и талантливы, и живут среди нас, а мы о них не знаем. Нет, это я. Это мой муж, да. Есть поговорка, где родился, там и сгодился. А в театр я хотела давно. Я со 2 класса начала ходить в кукольный театр в Дворце пионеров. И Манин у нас Алексей Михайлович был, как мы его называли, папа Карло. А потом постепенно перешла в театр «Юность». Ну и дальше. Ну, а потом поступила уже в театральный институт. На сцене театра драмы Ольга Носкова уже 28 лет. Знакомство с основателем коми-театра Виктором Савиным началось еще во время учебы в институте. На лекциях они читали стихи и произведения знаменитого коми-поэта и драматурга. Щолом щанщин, медочка пі долис зевдир, медочка сили, олими свили шутчата с'єн, аспі медлуни, медно ганшуни ен вермы ен. Потом актриса сыграла Катерину в пьесе Савина «Вабергач. Водоворот». В год столетия Виктора Савина в пьесе «Звезда неугасимая» Александр Трибельгорн, муж Ольги, сыграл роль основателя коми-театра. И только 2 года назад актриса узнала о своем родстве с Виктором Алексеевичем. Мама Ольги – троюродная сестра знаменитого коми-поэта. И все выяснилось в 2010 году, когда Надежда Митюшова, Надежда Алексеевна, она подняла родословно, она в архиве копалась в церковных книгах. Прадед Савелий, он у нас один общий. А у Савелия 2 сына, Трофим и Захар. И вот вижу, что от Захара вот идет линия, и там уже Савин появляется. А мы по Трофимовской линии. За 20 с лишним лет исполнено более 3 десятков ролей. Из центральных персонажей Ольга сыграла Елену в постановке «Дети Арбата», лошадь-сестричку в «Очень простой истории», Бьянку в «Укрощении строптивой», Жаклин в «Играем в дружную семью» или «Гарнир по-французски», Эдит в «Эдит Пиаф» и многое другое. Мы играли вместе с Александром Трибельгорном, с моим мужем, этот спектакль «Эдит». И мы его возили в Москву на Дни культуры Коми-Республики, и он там имел хорошие отзывы. И роль, она для меня была этапной. Вот как, если там говорить, что актер растет действительно от роли к роли, роли, когда они есть, хорошие роли, они помогают тебе расти. Ольга Носкова не мыслит жизни без театра. Пьеса для актера только текст. От текста же до игры расстояние громадное, сказал Густав Шпет. Поэтому день за днем артист на репетициях пытается раскрыть и проиграть эту роль так, чтобы зритель не видел, что это просто заученный текст. Каждая роль – это новая жизнь, которую Ольга Носкова шаг за шагом раскрывает на репетициях и проживает на сцене. А в то время, когда только пришли, мне так это все нравилось. Очень плотно была занята, утро-вечер, гастроли. Как-то мы репетировали, 3 часа ночи, надо идти домой. А сторож уснул, и мы не можем его разбудить. А дверь закрыта. И нам пришлось открывать окно и через окошко. Маша, Машунечка, Машулинечка, пойдем. Ну, пойдем. Я не пойду! Да ладно! Ну ладно. А сейчас мне очень нравится моя роль в новом будущем спектакле «Виды в Гельдерланде», потому что роль актрисы в южном доме, где живут все одним двором, актриса, которая влюбилась. Лично я ее воспринимаю как очень сложную роль. И она у меня пока не все удается в этой роли, но я очень надеюсь, что все получится. В 2008-м Ольге Носковой дали имя заслуженного работника Республики Коми.
А буквально на днях президент России Владимир Путин подписал приказ о присвоении актрисе звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Да боюсь говорить громкие фразы, стараюсь их избегать. Ну вот у Сидоровой книга «Театр – это жизнь». Иногда это космос, иногда это мегаполис, иногда это деревня. Ну, то есть вот это все, вот понимаете, это наша профессия, что сегодня ты королева, завтра ты крестьянка, послезавтра ты там черт в юбке. Родной брат Ольги, Сергей Носков, тоже человек творческий. Он композитор. Родился и вырос в Сыктывкаре, но последние 20 лет живет в Лондоне. По словам Ольги, Сергей пробовал себя во многом, прежде чем понял, что его призвание – музыка. В свое время учился, значит, на баяне играть, когда школьником был, бросил это дело, ему надоело, он ходил в бокс, куда угодно, на лыжах катался, что угодно делал. Поступил в СГУ на физмат. Ну, год проучился, ушел, и, видимо, вот его потянуло, и он, слава богу, это услышал в себе. Он поступил в училище наших искусств на духовое отделение, потому что школы музыкальной нет, больше никуда не принимали, на композиторское не брали. И вот он на духовое поступил, и потом он сразу поступил с отметкой «отлично» по специальности в Горький, в консерваторию. В октябре 2009 года в Государственном театре оперы и балета Республики театральный сезон открыли Коми-оперой. Автор музыки Национальной оперы Куратов Сергей Носков. Премьера стала значительным событием в жизни республики, ведь это первая опера на коми-языке. Произведение о жизни и творчестве выдающегося коми-поэта, основоположника коми-литературы Ивана Куратова, жившего в Усть-Сысольске в середине XIX века. Среди представителей группы был и композитор Сергей Носков. Кстати, он первый иностранный подданный, получивший эту премию. Сергей Носков – член Британской ассоциации композиторов. Мы связались с автором первой коми-оперы по скайпу. Конечно, в его плотном графике между работой и светскими мероприятиями остается совсем немного свободного времени. Но за чашкой утреннего кофе ему все же удалось ответить на несколько вопросов. Здесь за рубежом кое-что исполняется. Исполняется мой струнный квартет, исполняется вокальный цикл на английском языке, который я написал несколько лет назад. Но в основном исполняются те произведения, которые как-то либо они инструментальные, либо они на английском языке. А так вот на коми ничего, конечно, здесь не исполняется. Я, конечно же, ощущаю себя коми-композитором, потому что я коми. Я просто сочиняю, я не думаю о том, откуда пошел этот импульс, и какие там были корни у него. Недавно я закончил работу над мюзиклом на английском языке. И сейчас прослушиваю все это и думаю, черт возьми, а вот это вот, вот это же с коми-интонациями, вот эта песня с коми-интонациями, вот другая там тоже что-то можно найти. И я об этом и не жалею нисколько. Я думаю, что наоборот, хорошо в этом и заключается, может быть, мое своеобразие какое-то как композитора. Вообще Сергея Носкова интересует серьезная музыка. Именно в серьезных произведениях обычно выражаются его так называемые импульсы. Есть свой слушатель, который эту оперу будет слушать, независимо ни от чего, и может быть и не раз, и не два, а может быть и больше. Вот. Есть люди, которые вообще оперу терпеть не могут, не говоря уже о том, что опера на каком-то там чужом языке. Есть люди, которые слушают только эстрадные песни. И, к сожалению, в основном в наше время с падением уровня образования люди не стремятся слушать серьезные музыкальные произведения. Они просто их не понимают, они их боятся. Кроме струнных квартетов, опер и симфоний, Сергей Носков, как и его знаменитый родственник, иногда пишет стихи. И также пробует себя в прозе. Правда, читать нам пока воздержался. Да и времени на общение было немного. Автор считает, вдохновение для сочинения любого произведения идет из глубины подсознания. Это особое состояние души, но, к сожалению, вдохновение как неожиданно приходит, так же неожиданно и исчезает. Я вообще начал писать и также и прозу. Меня подтолкнуло то, что мне сейчас нужно готовить доклад к одному международному симпозиуму. И поначалу давалось очень трудно, но потом я разошелся. Может, даже книгу скоро напишу.
Началось все очень давно, еще после школы. Во время института появлялось лишнее время, хотелось немного подзаработать, как всем молодым людям. И вот мои подруги позвали меня в фотосалон, обучили меня фотошопу, элементарным навыкам. Потом, естественно, я все сама в процессе уже изучала. Сегодня человеку трудно представить свою жизнь без фотографии. Она сопровождает нас с момента рождения и до самой старости. Для большинства людей фотоснимки – свидетельство их личной истории длиною в жизнь. Каждое событие повседневности, например, просто прогулку с ребенком на детской площадке или путешествие в дальние страны, человек стремится запечатлеть себя, своих близких и все, что с ним происходит на фотографии. Мария Савина потому и занялась фотографией. Работает она в фотосалоне, восстанавливает старые фотографии и обрабатывает современные. Существует много кружков, много курсов, много молодежи в этой стихии. К нам приходят молодые люди, приносят свои фотографии. Я, естественно, своим взглядом их просматриваю. Мне интересно, что-то новое подчеркиваю для себя. То есть в своей практике использую. Сама не хожу никуда. Нет времени, потому что и семья, и работа, и дом, и хозяйство, и готовка. В свободное от работы время Мария сама фотографирует и занимается дизайном фотокниг. По словам девушки, она не нуждается в рекламе. Секрет ее успеха в оригинальности каждого проекта. У кого свадьба, у кого рождение ребенка, у кого юбилей. То есть это все индивидуально, все книжки у меня не похожи на предыдущие. То есть я работаю с клиентом и делаю под него. То есть чтобы под его настроение попасть, поэтому у меня все довольны, все благодарны, все обращаются, также рекламируют меня другим своим знакомым. Больше всего Мария любит работать с детьми. Все просто. Дети – существа непосредственные, способные выразить искренние эмоции на камеру. Их редко смущает присутствие фотографа. Они живут своей жизнью, не обращая внимания на окружающих. Даже самый стеснительный ребенок способен быстро забыть о присутствии фотографа. Каждый человек должен заниматься каким-то делом. То есть у каждого должно быть какое-то хобби, то, что ему нравится. У меня вот эта вот программа, в которых я занимаюсь фотографией, вырезаю, монтирую, склеиваю, создаю слои, какие-то новые штучки качаю с фотошопа. То есть для меня вот это вот. Я даже если что-то найду новое, у меня прям глаза горят, я хочу уже где-то это вставить, попробовать, как это будет смотреться. Мария Савина – правнучка Виктора Алексеевича. Мария хорошо знакома с творчеством своего знаменитого прародителя. Время от времени она перечитывает стихи, прозу, драматургию своего прадедушки. Мария закончила филологический факультет. И, по ее мнению, все произведения Виктора Савина всегда актуальны. Сказать то, что я горжусь, это не сказать ничего, потому что это настолько великий человек для Коми республики, то есть его творчество, его вообще вся деятельность политическая, театральная. И я стараюсь, я читаю все книги, все статьи, чтобы через меня это тоже проходило, потому что я это все должна донести своим детям, чтобы они знали, гордились, уважали. Сама Мария, как и ее знаменитый прадед, тоже пишет стихи. Первые произведения она написала еще в детском саду. Мы с ней вместе с мамой написали стихотворение про трамвайчик. Оно было большое, веселое, детское. И потом уже в более взрослом возрасте, где-то с 9 класса, я начала, у меня в голове сформировались фразы какие-то, когда мы начали более обширно в школе проходить лирику, Ахматову, Цветаеву. По словам Марии, в то время она писала в стол. Все время редактировала свои стихи. Но все же в институте педагоги оценили ее талант и предложили напечатать некоторые произведения. Она не верила, но ее стихи все же вышли в свет. Она говорит, что увлечение фотографией и домашние дела совсем не оставляют времени на поэзию. Но Марии все время хочется что-то создавать, поэтому, кто знает, может, через какое-то время и у нее появится собственный первый сборник стихов.